Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Впервые программа «Каравай» в гостях у международного театрального фестиваля тюркских народов «Наурус». И это само по себе логично, потому что форум представляет собой плеяду национальных культур. За 8 фестивальных дней зрители увидели 29 театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. В Казани прошел международный театральный фестиваль тюркских народов «Наурус». Только что прошел большой наш фестиваль «Наурус» взрослых спектаклей. И там туркмены, и узбеки, например. Там очень четко видно национальная природа характера, темперамент актера, менталитет, все это очень четко видно. Но там просто какие-то очень примитивные представления о режиссуре, о современных способах отношения с текстом актерских. И лучше, ну я не знаю, что лучше, что хуже в данной ситуации. Естественно, поэтому и татарские, и башкирские актеры, они вот актеры там чувашские актеры, то есть национальных театров, марийские актеры, являющиеся национальными, но живущими все-таки в центральной части России, в общем-то в Европе, в европейской части России, испытывают определенные трудности, потому что уже фенотипически уже не видно вот этот вот, трудно отличить, это башкир, татарин или чуваш. Есть, ну есть, конечно, мы уже когда глаз наметанно видим разницу, но по большому счету она стирается. Разные национальные школы. Мы сегодня видели и башкир, и якутов. И я увидел, как разнообразен наш мир, как многонационален, как добр и красив. И когда мы друг друга видим, когда показываем другим свое исполнение, мы друг друга обогащаем, обогащается и национальный театр, и мы сами. И этим облагораживается наша страна. Мы видим, в каком многонациональном мире мы живем. В рамках международного фестиваля тюркских народов «Наурус» прошел первый международный фестиваль национальных студенческих спектаклей «Наурус Скул». Это не просто показ молодежных спектаклей, а фестиваль национальных студий. В Казань приехали представители разных национальностей. Всего собралось 130 человек из Башкортостана, Азербайджана, Венгрии, Якутии, Москвы и Татарстана. «Наурус Скул». Основная миссия данного первого фестиваля, понятно, насколько это важно, насколько это актуально. И мы сейчас уже можем видеть результаты, и очень у нас продуктивное общение происходит. Это не только показы студенческих спектаклей, это еще общение с педагогами, круглые столы, мастер-классы, которые каждый педагог дает для студентов другого курса. То есть для него это тоже волнение, всегда это сложно. Но таким образом мы знакомимся с методиками преподавания в национальных школах постсоветского пространства и даже зарубежья, поскольку у нас и венгры, венгерский Капшаварский институт принимал участие. Что можно сказать о спектакле? Ну, это молодой коллектив, студенты, они вот ищут поиски вот, самовыражения сценического и, конечно же, волнуются, переживают. Некоторые из них впервые в Татарстане. Я думаю, что они смогут показать в современной интерпретации классика азербайджанской драматургии. Приехали со студентами третьего курса, представим спектакль азербайджанского драматурга, классического драматурга Ахвердиева. Он один из основоположников азербайджанской драматургии, и мы решили
преподнести и ознакомить казанскую публику со спектаклем этим. Это первые гастроли, зарубежные гастроли этой труппы третьего курса, поэтому они, конечно, очень волнуются, но мы между собой, когда общаемся, постоянно отмечаем, что здесь мы чувствуем себя как дома. Поэтому спасибо, конечно, этому городу, организаторам за такой праздник. Студенты очень рады, мы очень рады и надеемся, что наш спектакль понравится вам. А Наурус – это возможность увидеть огромный, в принципе, мир тюркоязычных театров, который развивается иногда абсолютно параллельно с российским мейнстримом. Это раз. Два, здесь открываются подчас очень неожиданные сюжеты, связанные с локальным контекстом, с тем, чем люди живут здесь, какая у них проблема идентичности национальной, как они переживают насилие со стороны большого брата, то есть со стороны России и так далее. Это в историческом разрезе является очень большой темой. Для меня это всегда интересный очень сюжет, болезненный. А помимо того, мы видим театры очень часто с богатой театральной культурой. Просто так сложилось, видимо, исторически, что они очень яркие, талантливые и непривычные в каком-то традиционном смысле театрам. Делают что-то другое, отличное от нас. Очень приятно участвовать в таком солидном мероприятии, как фестиваль Наурус, а потом уже идет еще более прекрасное мероприятие Наурус School. И в связи с этим у нас появилась прекрасная возможность общаться с друзьями, коллегами разных стран и приобщиться к культуре разных народов. Это хорошо, что они могут знакомиться друг с другом, узнают новое и литературу разных стран, и мы надеемся, что они подружатся и будут поддерживать все-таки общение. В общем, я думаю, что в культурном плане тоже и в плане общения это сближает народы разные. Сегодня театральная практика предъявляет современному актеру очень много требований, которые не всегда охвачены, бывают, педагогическим процессом, не всегда разработаны методики. То есть вузовское преподавание, что у нас, мы разговариваем, что в Казахстане, что в Азербайджане, по сути, что у нас в России, а в России, в Якутии, в Башкортостане и в других местах тоже схожие проблемы на самом деле. И они связаны с тем, что есть определенная инерция педагогического процесса, когда мы студентов, согласно ФКОСам, федеральным государственным образовательным стандартам, все-таки учим быть артистами 70-х, 80-х, может быть, 90-х годов, а не сегодня, начало нового тысячелетия, уже 20-й год, уже
20% фактически нового тысячелетия, нового столетия мы прожили, а еще пока образовательный процесс. Ну где как, разумеется. Есть свои наработки, я говорю сейчас в среднем. Проблема театрального образования, она существует. Она многокомпонентна, она требует интеграции, поскольку очень большие проблемы испытывают, например, узбекские театральные школы, азербайджанская, казахстанская в меньшей степени. А что это за проблема? Это проблема утраты, например, русского языка. И через русский язык утрата основной литературы учебно-методической, которая публикуется сегодня в России. Как это ни странно. С английского они тоже не особенно из других языков переводят. И в результате на сегодняшний день, например, на узбекский не переведен ни Михаил Чехов, ни там Вахтангов, ни Мирхольд. И им достаточно сложно. И поэтому действительно их театр несколько, что ли, в таком законсервированном состоянии пребывает. Очень много для меня лично открыл этот фестиваль, потому что вот только что прошел взрослый фестиваль «Навруз», и сразу же за ним пошел вот школьный. Школа, ну как школа, это не школа, это учебные заведения, институты, театральные училища разных национальностей, тюркских народов. И вы знаете, мне больше понравился этот фестиваль, потому что я вдруг увидел намного ярче таланты, чистые глаза, чистые чувства, потому что они еще не обросли, это студенты, это завтрашние актеры, они еще не обросли штампами, они не обросли еще какими-то механизмами профессии. От них идет чистота помыслов, чистота исполнения, другая энергетика. Это как свежая струя воздуха вообще в наше театральное дело. Я думаю, это не последний раз будем собираться. Надо этот фестиваль увеличивать и чаще играть, и привлекать больше национальных школ. Жду новых имен. Имена — это новые театры. Вот в этом году мы посмотрели Узбекский национальный театр. Они перевозили своего драматурга. Потом я посмотрел новый таджикский театр. Это уличный театр такой, сделали Мольера. Мне было, конечно, интересно. А то, что открытие, я думаю, наверное, еще ждут нас впереди. Это же идет диалог времен, а диалог уже начинается у нас с того века, 1980-х годов, первый Навруз. И, слава Богу, Аллаха шикар, через год будет юбилейный, 15-й Навруз. Поэтому я с нетерпением жду юбилейного Навруза. Очень резко шагнула вперед национальная киношкола. Если говорить о России, то, конечно, Татарстан очень сильно отстает даже от Башкортостана, тем более от Якутии. Но посмотрите, что творится в Казахстане, там настоящий бум. И вот сейчас уже их актеры берут золотые пальмовые ветви на Каннском фестивале, очень растет сегодня. То есть их количество снимаемых фильмов перешло в качество, наконец, в последние годы. И это тоже, понимаете, нет отдельно актера кино, отдельно актера телевидения, отдельно актера театра. Это не только в театре и в кино у нас как бы сейчас идет развитие, ренессанс. Но это тоже в эстрадном направлении то же самое, потому что у нас вот Димаш Кудайберген, он у нас выдающийся артист, вот, он уже сейчас всемирно известен. Потом, если вы знаете, вот в кино снималась казашка Самал Ислямова, она у нас закончила в Казахстане, потом она как бы поступила в ГИТИС, в актерское отделение. Потом вот недавно зимой они получили в Каннах золотую ветвь, она получила.
стены театра Камала в качестве декораций. Так оперу «Туляк» татарстанские зрители видят впервые. Хор, массовка и солисты на импровизированной сцене. Почему именно опера «Туляк» стала финальной точкой в театральном фестивале? Потому что это глубоко национальное произведение. И Назиб Гаяз-Жиганов прославился прежде всего тем, что он соединил татарскую мелодику с симфонической тканью. Очень красивая музыка, да, она очень оригинальная, она написана таким современным языком, и говорить о том, что она там устарела или что-то очень народное, она эпическая, естественно, да. Мы, конечно, ее по-своему, будем говорить, и оркестровали, для нас свой состав очень оригинальный. И то, что, я еще раз говорю, что
она не устарела, эта музыка. Если вы послушаете, там очень современный язык. То, что Назиб Гаячев ее когда писал, я считаю, что сейчас даже современные композиторы не могут так красиво, хорошо написать. Очень много материала, номеров, которые буквально основывались на народной теме. Вы, если послушаете, там, в принципе, сквозит народной тематикой, народной темой. Такое ощущение, как будто это народные песни, в принципе. И то, что это, конечно, окружено вот современным ритмом, там, сказать, гармония очень интересная, но в основе, конечно, остается национальный колорит и вообще национальная тема, народная тема. Замахнулись на эпическую оперу «Тюляк», потому что там интересное такое сочетание вот булгарской легенды, исторических каких-то факторов. И еще то, что сам Тюляк очень творческий человек был, на домбре играл, был романтичный, стихи сочинял, был влюблен в свою родину, в свою девушку Эмбике. Когда наступила гроза, когда наступили грозные дни, он сумел преодолеть все свои смятения, все свои заблуждения и вернулся на родину для того, чтобы защищать свои родные Булгары. В общем, такая очень близкая нам на сегодняшний день тема преданности и патриотизма своей родной культуре, даже не конкретно вот просто какому-то месту обитания, а родному языку, родному мелосу. И вот мне кажется, вот в этом спектакле это очень ярко отражено. Возвращаемся к этому спектаклю, потому что если мы его год-два не будем играть, мы его забудем. Он очень сложный. Вот, по языку сложный, по музыкальной фактуре сложен, по вокальным требованиям сложен. Там арии развернутые, очень высокая тесситура у солистов. Вот. Ну и потом сам язык. Накы Санбет — это драматургия высокого класса, высокого уровня. И, конечно же, вот то, что мы затеяли это сделать вот на пленэр, это уже у нас уже третья, вернее, такая попытка показать большому сечению народа и такому, который не приучен к оперной, театральной площадке или концертной площадке БКЗ, а просто вот гости Казани, чтобы могли насладиться татарским мелосом, национальной культурой и богатством татарского языка, поэзии, драматургии, костюмами. Мы услышим в этой музыке даже и современные ритмы, где-то даже и джазовые. Как бы Жиганов нам наследство оставил разные стили. Берите, пользуйтесь. Вот вам архаика, вот вам современный, вот вам мелос такой чарующий, восток, а вот вам какие-то совершенно 20 века ритмы. Каравай крае,